упражнение называется у нас ладошки, да? Да. Давайте начнем. Раз, два, три. Я желаю тебе сегодня добра, ты желаешь мне сегодня добра. Если будет трудно, я тебе помогу. Молодцы, молодцы. Всем спасибо. Дальше. Теперь мы с вами прочитали какой рассказ? А кто написал это произведение? Лев Николаевич Толстой. Да? Теперь у нас сегодня завершающий урок. Мы все прочитали, ответили на вопросы, пересказывали, да? А теперь сегодня у нас тоже такая работа. Будем отвечать на вопросы, обобщающий урок, да, у нас? И тесты у нас есть, и другие работы. Сейчас и карточки у нас есть. Я сейчас вам раздам карточки. Вы будете работать по этим карточкам. Пожалуйста, тебе карточка. Здесь у нас тесты у нас. Тест. Тесты у нас. Тест у вас. Тест. Все, да? Все. Теперь работаем. Пока вы поработаете, я сейчас вам все готовы, да? Готовьтесь сейчас. Тест. Есть желающие ответить на вопросы? Тоже готова? Да? Молодец. Привет. Нурбек, пожалуйста. У тебя задание какое? Вопросы, да, у тебя, да? Узнайте героя по описанию, да? Узнайте героя по описанию. Сейчас. Теперь. Первый вопрос. Глаза черные, светлые и лицо красное. Одета в рубаху длинную, синюю, на ногах штаны и башмачки, на шее манисто. Все из русских полтинников. Это кто? Дина. Дина, да? Молодец. Какому герою принадлежат слова? Ничего они не заплатят, только белена наделяет. И грех русских кормит. Это кто? Старик. Старик, да? Чей это портрет? С красной бородой, бешмет и шелковым. На ремне кинжал серебряный, в башмаках на босу ногу, на голове шапка высокая, балина черная, назад заломлена. Это кто? Хазин Мухаммед. Хазин Мухаммед. Правильно, да? Правильно отвечаете.
Кто из героев рассказа достал сундучок, вынул перо, бумаги, доску и чернила, сыну Жилину, не любя Жилина? Кто? Абдул-Мурад, да? Как увидит, нахмурится и прочь отвернется, либо обругает. Это кто? Красный Татарин, да? Кто из героев рассказа под целыми днями сидит в сарае и считает дни, когда письмо придет или спит? Это кто? Костилин, да? Костилин. Молодцы. Садись. Нурбек, молодец. Дальше у нас кто еще? Тест, давайте проверим тест. Тест, давайте проверим. Пожалуйста, дай мне тест. Ага, тест. Первый. Жилин поехал домой. Жениться, лечиться, повидать старую мать. Повидать старую мать. Молодцы. Действие происходит летом, весной, осенью. Летом. Хором не надо. Руку поднимите. Летом. Жилин отправился в путь один с обозом, вдвоем с Костилиным. Молодцы. Дальше. Офицеры остались одни, потому что они и поехали вдвоем, других всех убили, а вот шел медленно, они не хотели ждать. Они не хотели ждать. Ага, молодцы. Дальше. У Жилина было ружье, не было ружья. Ружья он потерял. Не было. Молодцы. Дальше. Жилин богатый, бедный. Рассказ об этом не говорится. Об этом не говорится, да? Хором не надо. Костилин попал в плен. Пожалуйста. Вместе в жизни. Вместе с Жилиным. Ага. Пленных держали где? В Сарае. Молодец. В сарае. Жилин лепил кукол из глины. Да, молодцы. Ага. Дальше. Жилин вылечил татарина. Пожалуйста, Ярасыл. Потому что был врачом, вспомнил способ лечения, которым когда-то читал. Случайно так получилось. Так получилось, да? Пленника велел убить. Кто? Офицеры были в плену неделю, меньше месяца, больше месяца. Больше месяца, да, молодцы. Костилин не мог бежать из плена, потому что Ждал, береги, пожалуйста. Ждал, когда его покупают. Выкупил, да? Молодец. Жилину помогли бежать. Дина, да? Дина. Это татарская дочка, да? Жилин вернулся в крепость из плена на коне, колодках, пешком. Его привели татары. Колодках пешком, да? Молодцы. Все ответили на все вопросы правильно. Молодцы. Я очень рада. Дальше у нас теперь проверим свои знания на примере вопросов по данному рассказу. Давайте проверим. Дочь Абдул-Мурата зовут Дана или Дина? Дина, да? Угу. Жилин был невелик ростом да удал, перекет. Правильно или нет? Правильно, да? Дальше. Жилин попал в плен, потому что Костилин его одного бросил. Правильно. Татары попросили выкуп за Жилина в размере 500 рублей. Правильно, да? 500 рублей. Дальше. Жилин написал неправильный адрес и решил убежать. Правильно. Дальше. Жилин дневну тосковал, скучал и ждал выкуп. Неправильно, да? Молодцы. Дальше. Во время первого побега Костилин показал себя слабым человеком. Правильно, да? Во второй раз Жилин бежал один. Правильно, да?
Дальше. Во время побега ему помогли Дина и русские солдаты. Правильно. Молодцы. После побега он остался служить на Кавказе, а в отпуск не поехал. Правильно. Правильно. Хором не надо. Дальше. Все, молодцы. Значит, он остался служить на Кавказе, да? У нас еще какие у нас задания есть у нас? Дальше. Теперь вопрос. Какие качества характера Жилина вы считаете главными? Главными качествами характера Жилина я считаю трудолюбие и сила Трудолюбие. и сила свободы. Ага. Именно этими качествами она сбежала из плена. Угу. Дальше вопрос. Чем он завоевал расположение татар? Какие качества роднят всех людей? Всех людей родная любовь к матери, Любовь к матери, ага. трудолюбие, доброта. Именно этими качествами обладала Жилин. Ага. Именно этими качествами. Какие качества? Еще раз повтори. Трудолюбие, доброта, Любовь любовь к матери. к матери, да? Молодец. Дальше. Как относятся татары к Жилину и Костилину? Почему к ним такое разное отношение? Одного презирают, а другого уважают. Почему? Жилин отказалась писать письмо домой. Он всегда был верным, выносливым. А Костилин сразу согласилась писать письмо домой, чтобы прислать выкуп. Он всегда ныл, стонал, он был слабым человеком. Был слабый человек. У нас еще один герой у нас есть, да? Кто? Дина, да? А Дина вам понравилась? Да. Почему? Очень добрая девушка. Она Очень добрая, да? Еще заботливая, молодцы. Не бросает друзей в беде, да? Ага. Молодцы. Дальше. Дальше у нас задание. Теперь. Идея рассказа. Идея рассказа. Идея рассказа о том, чтобы не бросать друзей. Ага. Идея рассказа о том, чтобы быть верным другом, не бросать друзей и чтобы не было оставаться человеком. Остаться настоящим человеком, да? Молодцы. Дальше у нас теперь, пожалуйста, задания у вас. Какие задания есть, пожалуйста? Сейчас я открою задание. Сейчас. Еще у кого какие задания есть? У меня есть. Пожалуйста. У тебя двойной пузырь, да? Угу. На доске, пожалуйста, напиши, пока я найду. Угу. А пока она пишет, у кого еще какие задания? Пожалуйста, у тебя какие задания? У меня характеризующие внешность Жилина и Костилина. Костилина, ага. Хороший вопрос. Ага. Жилин невеликий ростом. Он удал был. Мужчина грузный. Мужчина грозный, значит, он был маленьким человеком, да? Но зато он был сильным человеком, да? Ага. Дальше. Костилин весь красный, Угу. толстый, а мощь его как и лед. Угу. Значит, он был самым слабым человеком, Да, да? и толстый был. Толстый, молодец. Садись, молодец. Остроумно, молодец. Дальше, у кого еще вопросы есть? Следующий, у кого еще вопросы есть? Кроссворд, да, у тебя Толганай, да? Давай, пожалуйста, на доске. Пиши, как ты решил кроссворд. Пожалуйста.
идет фрагменты линии сюжета. Номер надо ставить, да? Первый номер у нас, пожалуйста, первый номер у нас. Где первый номер у нас? Ага. Здесь. Что делали здесь? Кто это? Жилин получил матери, которого просила Женя получил письмо, да? Правильно, да? Да. От матери, да, получил письмо. Дальше. Это первое, да? Картинка. Дальше. Вторая у нас где? Ага. Благодарность девочка принесла ему вместо простой воды молоко. Молодец. Это кто? Дина. А это кто? Женщина, да? Женщина. Ага. Молодец. Дальше. Третий у нас. Ага. Третий. Мои офицеры Саконя, эти казахские прибежали и стали его камнями кидать. Ага. Значит, это кто? Женя, да? Ага. Дальше. Третий у нас, четвертый, да, идет у нас? Ага. Четвертый. Ага. Четвертый. Пленник вскоре повели героя морской татарам. Нет, это неправильно. Вот, привели татары сюда. Сарай, да? Ага. Дальше. Пятый. Пленник отправился в путь, идите тяжело ноги до крови накачать. Значит, они во время побега, да, значит? Это кто скажет? Это кто? Да? Ага. Дальше. Это первый побег, да? Да. Дальше. Дальше. Шестой. Тут к нему еще раз офицер подъехал, звали его Кристина. Вот это, да? Они вместе хотели отправиться куда? Домой, да? Ага. Дальше. Ага. Дина рассказала Женину, что их хотят убить. Ага. Вот. Дина пришла к Касимину, чтобы рассказать, что их убьют, да? Ага. Дальше. Женин выбрался из ямы, попытался сидеть в лодку. Ага. Где? Ага. Нет. Вот здесь. Холодку. Хотел снять холодку. Ага. Дальше. И у нас осталось еще. Ага. Он из последних сил к казакам побежал, услышали его казаки. А Жилин уступил им солдаты. Значит, это последний побег, да? Жилин, молодец. Правильно, да? Да. Надо читать, много читать надо, да, дома? Теперь давайте проверим. Жилин. Добрый, думает о матери, всем помогает, даже своим врагам татарам. Мастер не может сидеть без дела. А Костылин, Наоборот, антитеза, да? слабый человек, на себе не надеется и ждет помощи от матери. Сходство здесь. Офицеры. Они оба офицеры русской армии и служат на Кавказе, оба попадают в плен. Правильно, да. Дальше у нас кроссворд, да? Первый вопрос у нас. Первый вопрос у нас. Вопрос. Первый вопрос. Первый вопрос у нас. Определите героя по описанию. Девочка тоненькая, худенькая, лет 13, глаза черные, светлые и лицом красивая. Это кто? Дина, да? Правильно? Да. Да. Теперь определите значение термина небольшое повествовательное произведение, объединенное сюжетом и состоящее из одного или нескольких эпизодов. Это рассказ. Да. Это термин мы с вами проходили, да? Дальше. Русский писатель, восхищающий красотой Кавказа. Пушкин. Да? Молодец. Определите значение термина
произведение? Сюжет. Сюжет. Это тоже термин, да, мы с вами проходили. Рассказ «Кавказский пленник» был написан для детей и вошел в учебник, специально созданный Львом Николаевичем Толстым для крестьянских детей. Как называется этот учебник? Азбука. Азбука, да? Угу. Какой прием использует Лев Николаевич Толстой, описывая Жилина и Костилина? Антитеза. Это Молодцы. тоже Все термины вы выучили. Молодцы. Молодец. Давайте похлопаем. Молодцы. Дальше у нас теперь осталось. Какой еще осталось? Синквейн, да? Мы должны были составить синквейн. Ага, пожалуйста. Костилин, Жилин и Дина. Дина. Ага. Жилин он смелый, добрый, трудолюбивый, помогает, лечит, рукодельничает, он не привык отпустить перед трудностями. Ага. Он герой. Герой, да? Да. Согласны? Согласна. Дальше. Жилин. Костилин трусливый, ленивый, безвольный, ноет, спит, ждет денег от матери, боится трудностей и боли. Он эгоист. Думает только о тебе, да? Да, да. О себе, да? Да. Ага. Мгм. Дина он, Она. она Она девочка же? Да. Она. добрая, заботливая, помогает, рисует, грустит, способна оценить доброту. Он друг Жилина. Молодец. Верный друг, да? Жилина, да? Молодец. Мгм. Садись. Еще у кого задание? Ирасов, пожалуйста. Что такое дружба? Как ты понимаешь это значение слова дружба? Я думаю, что писатель хотел, чтобы читатели. А это Толстой говорит, это дружба честный и спокойный должен быть. Это война, это жестокими, а это она бесчеловечна так, как убить. Это самое святое качество, это ненависть. Ненависть, да? Ненависть. Ненависть, эгоизм и трусость, Трусость, да? трусость и предательство. Предательство. Ага. Это наблюдали, анализируя Костылин и Абдулмурат и старик Катакларинов. Он рассказывал главный герой Костылин и Жилин. Мгм. Здесь в этом рассказе Костилин и Жилин, да? Мгм. Значит, здесь дружба. Где в этом рассказе, где показана дружба? С кем дружил, например, Жилин? С Диной еще. И С Татарином дружил? Да. Дружил, да, помогал Жилин. Да. Лечил, рукодельничал, да, целыми Рукодельничал. днями. Нет, еще. еще Костилин. Друг же? да, Жилин. дружба, Ага. честная дружба. Мгм. Но Костилин это не оценил, да? Он только думал о себе. Да. Эгоист же он. Ага. Молодцы. Теперь мы завершаем сегодняшнее изучение рассказа «Кавказский пленник». Да? Перед нами стоит непростая задача разобраться с сложными вопросами, которые поставил писатель. Читая рассказ, мы сопереживали героям, размышляли, пытаясь объяснить мотивы поступков разных персонажей, да? Это персонажи, это кто? Действующее лицо или главные герои, да? Ага. Только на первый взгляд все кажется в рассказе простым и очевидным, да? Да. Однако, поставим себя на место одного из героев, вы задумались, а почему он так поступает? Все так думаем, да? Почему Жилин так поступает? Почему Костилин так поступает? Задавали вопросы? Задавали. Я хочу, чтобы вы обобщили все эти, что узнаете о героях и поступках, написали очень честные сочинения. Значит, домашнее задание. Дома вы напишите сочинение на тему, над чем заставил меня задуматься рассказ «Кавказский пленник».
на эту тему дома напишите сочинение. Теперь оценка у нас. Всем сегодня спасибо за урок. Все усвоили, кажется мне. Все знаете, да, что такое термины, что такое главный герой, да? Да. Что хотел рассказать Лев Николаевич Толстой нам, да? Все усвоили, молодцы. Всем спасибо за урок. Сизм получает 9 баллов. Арай тоже 9 баллов. Береке 8 баллов. Толганай тоже решил кроссворды, да? Молодец. 8 баллов. Нурбек 8 баллов. И Расул 8 баллов, да? Да. И Живек тоже 8. Тоже она постаралась что-то рассказать нам, да? Ну, ошибка была некоторые, но она ответила на вопросы, да? Дальше у нас, что у нас еще? Дамир 8 баллов. Илмаз 8 баллов. Алинур и Бекжан 10 баллов, да? Молодцы. Хорошо поработали. Значит, мы завершаем наш урок. До завтрашнего дня дома напишите сочинение. Давайте напишем. Тема сочинения. Дневник пишите. Тема сочинения. Пожалуйста, напиши. Сизм, пожалуйста, напиши на доске. Тема. Открыть дневники и напишите. Над чем заставил меня задуматься рассказ о Иосифе? Над чем заставил меня задуматься? Тему напиши. Тема сочинения. Дневник. Напишите. Открыли свои дневники и напишите. Над чем заставил меня задуматься? Это тема сочинения. Кавказский пленник. Кавказский пленник. Написали? Да. Теперь у нас были словарные работы. Словарная работа. Как вы понимаете слово аул? Аул, селение Кавказ. Селение, да? В Средней Азии. Ага. Потерять жилище Кавказских церковь. Ага. Мечеть, мусульманская церковь. Мечеть. Мусульманская Ага, церковь. это мусульманский церковь, да? Садись. Еще у нас были такие работы, да? Например. Рассказ построен на противопоставлении, контрасте. Назовите, какие герои картины противопоставляются в рассказе с какой целью. Какие герои противопоставляются? Кавсар, пожалуйста. Главный герой Жили и Кастилия. Жили и Кастилия. Ага. Татары и русские жили и татары. Дина и другие жители аула. Войны и мирная жизнь. Приемы, лежащие в основе средительных характеристик. Это антитеза. Два непохожих человека. Два непохожих человека. Значит, это кто? Жили И и Кастилия, да? Антоним. Антитеза, да? Антитеза, да? Все, спасибо. Можете идти. Урок окончен.